Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, и с вами Петр Цыпандин. Мы находимся в гастростудии ресторана «Мусхая». Семен Тарбахов со мной, как всегда. Семен, приветствую. И к нам сегодня пришел в гости профессиональный атлет. Реально большой человек с большой буквы «Ч». Спортсмен-любитель, который раньше перешагнул в престижный элит-класс и входит в тридцатку азиатской топ-лиги азиатского континента. Игнатий Чемчоев. Игнатий, приветствую. Познакомься с Семеном. Сразу хочется спасибо сказать тебе за то, что ты принял наше приглашение, пришел к нам в гости. И так как у нас кулинарный все-таки немножко проект, с чем ты к нам пришел сегодня, что будешь готовить? Так, сегодня будем готовить куриное филе, пасту, макароны и в сливочном соусе с шампиньонами. Такая калорийная спортивная еда получается, да? Да, все спортсмены любят мясо птицы, потому что оно усваивается быстрее, чем любое другое мясо. Но в основном выбирают куриное филе, потому что там больше белка, а белок это мышцы. Ну, тебе, я так полагаю, ну вот, ты здоровый, да, но надо реально за питанием следить, получается. Ну да, или просто как можно больше. Как можно больше и качественнее, можно сказать, да, потому что у нас не внешний вид, да, а больше внутренняя составляющая. Это выносливость, сила, гибкость, скорость, вот все вот аспекты. От всего много, понемногу, да, получается? Да. Так, ну ладно, давай, с чего начинаем? Так. Можно пока нарезать курицу. No. Лук у нас тоже идет. Мы здесь его нарежем. No. Поставим на разогрев уже сковороду. И должны будем приготовить пасту, да? Да. Хорошо. Вода у нас почти подкипает, так что... Так, а шампиньоны как нужно резать? Давай, я помогу, может быть, немножко. Ну, кружками маленькими. Вот. Кружками? Да, полукруг можно делать вот так. И вот так, да? Так ставить и сверху. А, вот так? Да. Ну все. Игнатий, а как, когда ты пришел в спорт, был ли спорт всегда в твоей жизни? Ну, сказать, что не с детства я занимаюсь спортом, но любительски, но по чуть-чуть, но занимался. Потом профессионально уже начал с 16-го года, после университета. Но в годы студенчества тоже занимался плаванием активно. Активно плавал? Да. И был чемпионом университета, учился в СУФУ. По плаванию? Ух ты, да. нифига. А я до сих пор плавать не умею. Плавание это, ну, основа, можно сказать. Но вообще считается, что плавание самую такую нормальную, идеальную фигуру имеет, так? Да. Самую да. пропорциональную, вот, да. по своему физическому строению. А когда пришел в кроссфит и почему? Это же относительно новый вид спорта. Да. Но? Я чисто, можно сказать, случайно. В плавании у меня результаты, ну, я не смог улучшить время свое по плаванию и решил немного подкачаться. Ну, как и все. Набрать еще силы да, и пошел в тренажерный зал. Так. Начал качаться. Потом ребята сказали попробовать, ну, вот комплекс один попробуй. Просто ты же, ну, выносливый там, плаваешь там. Я решил попробовать. И этот день, можно сказать, изменил всю мою жизнь. Я-то думал, что я не такой уж слабый. Но я хорошо плавал в то время. Мог по 3 часа спокойно плавать. Безостановочно? Да. Ничего себе. Поэтому, ну, увлекался сильно плаванием. И этот комплекс за 3 минуты меня убил. Я сделал за 5 минут. Люди делали в то время за, ну, меньше 3 минут. Ага, ну это комплекс каких-то заданий, да, получается? Да, обычное вообще подтягивание и трастеры. Это выбросы штанги с приседания. Вес-то маленький, там 43 килограмма было, и надо было подтянуться. 21, 15, 9. Этот комплекс называется френ. И с этого дня я уже начал задумываться о том, что вот... А почему я такой, да? Да, там пробовали... Да, можно. Там пробовали все ребята. Там были пауэрлифтеры ребята, бодибилдеры, и борцы были. Ну и все как соревнования уже, наверное, все там, да. Да, все заинтересовались мы, почему мы не можем сделать, как делают вот другие люди. И я сильно задумался об этом, что там были ребята с хорошим телосложением. Но на вид вроде как такие мощные, да? Но я тоже в то время весил где-то 75 килограмм, но сухой был. То есть не такой крупный, как сейчас, получается, да? Но не смог вот закрыть, и я
дал себе слово, что... Но я когда берусь за что-то, я вот довожу дело до конца. И вот в данный момент я уже вхожу в топ-30 по азиатскому континенту. Попал в полуфинал самого престижного турнира CrossFit Games. Так. И вот этот комплекс я уже делаю за 2,5 минуты. Вот, в данный момент. Но это хороший результат получается. Ну да, вот стремлюсь еще вот показать максимум, на что Да. я способен. А расскажи нашим телезрителям вообще, откуда пришел кроссфит, когда он вообще появился, да, и соревнования по кроссфиту, вот международные же проводятся, да, какие виды в себя включают, ну, чтобы было такое Ну, понимание. кроссфит — это изначально программа тренировок, созданная для военных, Так. и постепенно стала доступна для всех людей. Начали писать онлайн-программы люди. Ну, один человек, Грег Глассман, начал писать программу. Потом люди собирались потихо в 2006 году и соревновались между собой. Потом это перетекло уже, в 2009 уже это перетекло в большие соревнования со спонсорами, с призовыми. Да. Ну, то есть этих стало больше, да, которые увлекаются Ага. именно. В данный момент этот турнир сейчас проводится в Америке и собирает колоссальный народ, зрители, и призовой фонд больше 300 тысяч долларов. Большие, ну. Да. И вот по всему миру уже популярен этот вид спорта. Ну, как сказать, вид спорта, он не включен в реестр видов спорта, но он как вид фитнеса по всему Ну, миру как наш Масабдгы. Да, где-то своя это, сейчас же у нас тоже Да, такое да. распространение идет. Да, вроде как он, Масс-рестлинг, ага. да, он тоже масс-рестлинг, да. Вроде как он не включен в реестр, но как бы многие им увлекаются, Но он потому сейчас что уже- зрелищно, мощно, да. Сейчас уже включен. Сейчас уже Ага. включен, да. Ну, был когда-то, я имею в виду. Да. Так, я шампиньоны 3 штуки нарезал, все надо, Ага. Да, все. да? Все, хорошо. Добавляем курицу. Обжариваем. Можно посолить, поперчить, да? Первые соревнования свои помнишь? Да, я никогда не забуду. В 2016-м, Уже довольно давно, ну. да, Ага. ну, чемпионат России по любителям выступал, и там 12 место из 60 участников занял. Потом в 17-м я 2 место занял среди любителей и уже перешел на профессионалов. Профессионалы. Ага. Ага. А какие виды вот, ну, таких вот основных соревнований, сколько видов там есть? Что есть конкретно? Входит, ну, плавание, Так. бег обязательно, бывает велогонка, штанга, пауэрлифтинг, тяжелая атлетика обязательно. Ну, то есть пауэрлифтинг это уже вот Становая тяга, да, там, веса- жим веса- уже весами, бывает, да. ага. Ну. Рывок штанги, взятие, толчок обязательно бывает. Гимнастика, ходьба на руках, кольца, подтягивание, выходы силой. все подряд, да. Ну, то есть какие-то соревнования могут включать какие-то виды, либо есть официальный такой реестр, который, вот перечень, который ну, на официальных соревнованиях обязательно. Самое нужно носить. интересное, что ты до соревнований не знаешь, какие будут комплексы. Даже так. Да. А и Именно комплекс это друг за другом сразу надо все делать, да? Или как? Да. Бывает по 2 комплекса за день надо будет выполнить, да? Ты приходишь утром, это брифинг называется, да? Это, ну, там объясняют и показывают, что будет на соревновании. Главный судья рассказывает, это очень зрелищное мероприятие. Все, да, все приходят, никто ничего не знает, и резко человек выходит и говорит, вы будете делать Вот это. вот это. Ага. И не все, еще вот это, и все. Ну, вот такое веселое мероприятие. И ты понимаешь, что тебе будет тяжело. Кто-то что-то не умеет, допустим, да, и он такой уже сгрустнул. Да. Ну, то есть не тот вид, в Да. котором он силен, Да, может да, быть. да, Да. да. Не все же сильны в плавании, да. Да. Допустим, там обязательно же техника очень важная. Да. Там не обязательно быть сильным очень. Но. Но это соревнование у нас не так, что все подряд дают, да, чтобы тебя, чтобы максимально Убивали, да? уничтожить. Да. А это именно как тест идет. Это очень грамотно делают организаторы. Они выявляют именно твои слабые точки. Не друг за другом идет штанга там, да, или бег. Так, А именно вот один комплекс именно с бегом, да, на выносливость, на силу, на гибкость, на координацию, проверка на устойчивость в стрессовой ситуации, например. Вот ходьба на руках — это, ну, моя сильная сторона. Координация. Потому что, ну, я в детстве занимался брейкдансом, Ух ты, даже. поэтому вот стойка на руках. Йокутск случайно не состоял? Не, Ванька Степанова. я-то чуть-чуть там деревенский уровень. Ага.
В школе учились, просто баловались. No. И это сейчас очень сильно помогает мне. Вот. Ходьба на руках, и вот с возрастом, когда ты уже старше, тебе сложнее, потому что связки все другие, ты не можешь их растянуть уже. И поэтому некоторым ребятам очень сложно. Сейчас уже очень сложные элементы. Когда уже закоченело, да. Да, очень сложные элементы включают. Вот раньше просто мы ходили вперед, да, на руках. А сейчас уже подключили, еще лестницу надо пройти. Там через стойки надо пройти, например, да. Еще если ты, да, еще если ты падаешь, ты все делаешь заново, например. Вот такие. И пока не пройдешь. Ага, вот это психологически может тебя. И это на время. Да. И ты догоняешь всех, например, да, и у тебя остается 2 метра, там, 3 шага сделать, да. Ага. И ты падаешь, и тебе придется назад, и все тебя обгоняют. Вот такие моменты иногда бывают, да. Некоторые очень сильно. Ну, то есть, по-якутски говоря, нужно быть дегеттер, короче, везде. Да. Все надо уметь, желательно. Ну, то есть, все равно же знаешь, какие примерные будут задания. Да. Плюс-минус, да? Ну, просто какой может быть распорядок, чуть-чуть неизвестен и все прочее. Ну да, то, что действительно вот соревновательный именно перед соревнованием, то, что показывает, да, это оказывается очень интересно. Как наши национальные многоборье, вот, игры ДГИНа, но там более специалитет, получается, они знают задания, 7 видов, да, стрельба из лука, бег, там, подъем камня, и они готовятся, годами к этим упражнениям. А у нас тут есть вот изюминка, то, что мы не знаем то, что будет. Поэтому нам приходится делать очень большой объем тренировок. Сказать, что сложнее здесь, сложнее там, потому что каждый, кто занимается своим видом спорта профессионально, он говорит, что считает, что его вид спорта сложнее. Но я думаю, что любой вид спорта, если ты занимаешься профессионально, это большой труд. Ну, конечно, легкого не бывает. Особенно если ты в чемпионском уровне уже профессионально. Да, даже вот, например, шашки. Тоже, например, вид спорта, но... Люди же сходят с ума да, просто. конечно, надо сидеть, работать, думать. Слушай, а как проходят твои тренировки? Досоревновательный, либо там в целом различия есть? Да, конечно, колоссальное, потому что во время подготовки у меня бывает даже я в социальных сетях выкладываю свои тренировки, люди удивляются, как ты успеваешь все это делать? У тебя семья, дети, и ты успеваешь по 5 раз тренироваться за день. Человек может все, по идее. Если захотеть, то можно. Если у меня распорядок, захотеть, утром тренировка, там, покушал, потом еще 2-я тренировка, потом обед, потом еще тренировка. И 5 раз в день? Да. А что так много? Не такие сильно объемные бывают. Все равно гармонично идет. Но я пытаюсь разбивать тренировки. Можно сделать за раз все 3 тренировки сразу, например, да? 4 часа, 5 часов. Или можно разбивать по часу, по 1,5. Так качественнее, я думаю, и так и тренируюсь уже давно. Но в период подготовки только. Именно перед соревновательные. Да. В прошлом году, да, уже в этом году говоришь сейчас, в прошлом году я попал в полуфинал на CrossFit Games. И в топ-30 по азиатскому континенту. Как удалось тебе это сделать? Я шел к этому с 2016 года. Какой-то отбор наверняка же был. Да, проходит первый этап, это CrossFit Games Open. Его выполняют все. Любой человек, даже вы можете зарегистрироваться и выполнить. Из всех, да, по регионам, у нас азиатский континент, это Россия, Монголия, Корея, Китай, Япония, Кувейт, Иран, все входят, да, в азиатский много континент. стран участвуют, да, практически все азиатские. Из всех из них 10% проходят четвертьфинал. Например, зарегистрировались 6 тысяч человек, 600 человек проходят на четвертьфинал. Из 600 человек проходит 30 человек на полуфинал. Из полуфинала 2 человека едут на CrossFit Games. Это как Олимпийские игры. Я попал в топ-30. Еще один шаг остался, попасть в топ-2 и пройти. Возможно, да. Весовые категории есть? Нет, весовых категорий возрастные только. Возрастные только, да? С 18 до 35 это самые престижные индивидуальные. Индивидуальная категория, самые большие призовые. Можно сказать, самый топ. А дальше уже 35 плюс, это уже мастера, категория ветеранов. Практически уже ветераны, да? Да. И в прошлом году и в этом году будет проходить в городе Пусан, Южная Корея. И попытаемся в этом году тоже пройти, надеюсь. И в прошлом году как раз оттуда я ехал обратно и посетил Монголию впервые в своей жизни. А там как оказался? В Улан-Баторе. Мы ехали отсюда до Улан-Удэ,
до Бурятии. Из Бурятии до Улан-Батора на поезде. Оттуда на самолете до Сеула. И мне пришлось еще в Пусане неделю на карантине сидеть перед соревнованиями. Ну да, из-за вот этих. Ага, из-за коронавируса. Да. И вот на обратном решили, ну, пару дней побыть в Улан-Баторе и зашли в кроссфит-зал. Как раз сидел хозяин, и он разговаривал по-русски. Я думал, что в Монголии все разговаривают по-русски. А оказалось, что они, большинство не понимают, ну, не разговаривают на русском. Ну, общие интересы сразу нас быстро связали, и мы... У меня тоже свой зал, у него тоже, и мы заобщались. Потом я тренировался у них в зале, и он сказал, что у них проходит соревнование через неделю. И он сказал, пожалуйста, приходи, поучаствуй, чтобы было зрелищно. Увидел, что это... Да, такого уровня атлет, чтобы наше соревнование посетил. Как говорится, не хухры-мухры. Да? Я такой, я же дома еще не был почти месяц, я приеду домой, дети, жена, и такой... Ну ладно, короче, я домой прилетел, жене говорю, я через неделю опять еду. И она такая, ну давай, езжай. Ну, как раз в форме же был, поэтому полетел. Чемпионат Монголии, там выиграл. И обратно прилетел. И легко было, сразу спрашиваю? Нет, не легко было. Да? Повезло? Ну, я верил в свои силы. Все равно я готовился же на полуфинал. Поэтому в пике своей формы был. И там был чемпион Монголии, трехкратный. Рокки зовут его. Как? Рокки. Рокки? И все кричали «Рокки! Рокки!». Я думал, как в фильме, да. Я как будто этот персонаж злодея. Иван Драго, да? Да. Приехал откуда-то, да. Ну и такой народ тоже дружелюбный и гостеприимный очень. Да. Кормят очень хорошо. 3 комплекса было. В первом комплексе я выиграл, во втором он. И у нас третий остался. А третий был комплекс Мёрф. Ну, скорее всего, все ребята, кто занимается спортом и пробовали кроссфит, знают. Это комплекс очень тяжелый, он выполняется в бронежилете 9 килограмм. Да, утяжелитель. Бронежилет можно, там использовали военный 5.11. И надо было километр 600 бежать в бронике. Потом 100 раз подтянуться, 200 раз приседания сделать, 300 раз, 200 раз отжимания, 300 раз приседания и снова километр 600 бежать. И это вот все в бронике. На время. На секундомер. Да. И я выполнил за 52 минуты. Рокки за 54 или сколько это было. И лето, жара. И я такой делаю, и мне не засчитывают. Ну, иногда попадается судья, который, чуть-чуть может тебя... Ну да, может за своего болеть чуть-чуть. Да, но все равно это бывает. Я такой, на опыте, поэтому не нервничаю, делаю. До тех пор, пока не скажешь. Она начала уже, видеть, что я на конфликт не иду, не нервничаю, и начала считать. И заканчиваю, и потом бегу, последний километр 600 оставались. Бегу, потом... Думаю, что-то не то, голова болит, там, солнце светит. И в Монголии же у них солнце вообще высоко стоит. И плюс они выше, чем... Высокогорье чуть-чуть. Да. И я почувствовал давление такое. Я, бегаю нормально, могу 10-ку, там, 15-ку спокойно. И такой бегу, и кепку забыл. Поэтому жестко сильно у меня голова начинает кружиться. Голову припекло. Я бегу и такой теряюсь вообще. Шататься вижу, впереди меня бежит этот Рокки. Я уже круг сделал сзади, ему надо круг сделать и за мной. И он вперед на меня бежит. Я жестко устал вообще. И думаю, если он заметит, что я устал, он будет добавлять. Я такой... Грудь поднял и такой, здоровый с ним, и бегу дальше. Морально убил, да? И после того, как уходит, сразу дальше бегу, еле добегаю, и он меня не обгоняет. И потом они снимали на коптер сверху, я это видео смотрю, потом уже на самолете смотрю, сижу, когда домой лечу. Он бежит, и после того, как я с ним поздоровался, ушел, он перешел на шаг.
Уже сдался, практически сдался. Я Ну, такой, типа уже решил, да, ну, он не устал, я уже его не догонял. А он Да. мог догнать, по идее. Ну, да. Вот такие моменты бывают, когда чуть-чуть тоже остается, и себя надо, на- на опыте. Да, Как говорится, Надо. сила воли плюс характер. Да? да. Ну. Я такой выиграл, пообщались, но ребятам было интересно. И самому вот Рокки тоже, что, ну, такой, его же никто не побеждал у себя дома. Поэтому он такой, давай, приезжай. Итак, что у нас осталось, да, Семен? Ну, мы, получается, у нас почти практически- доготовили, но мы еще сделаем салат. Как нам, получается, Игнатий должен был показать. Как он любит с помидорами свежими, с огурцами, свежей зеленью. Вот это как любят Да. все, ну, как не только спортсмены. Ну, Это, Свежий салат, Да. ну, с добавлением, получается, апельсина, да? да, И сыра фета, да? да. Так. Ага. И это микс овощной, да? Овощной Он микс. продается в любом магазине. Ну да. Базилик там и травы. Ага. Но этот салат очень простой. И вот так кусочками режем овощи. Ну, его может сделать, наверное, каждый. Это салат похож на салат греческий, да? Ну, Смотри, как да, называется, да. почти. Да. Но мы в семье любим его делать вот так. Ну, сейчас покажу. Просто нарезаем, ложим и сверху соусом заливаем. соус. Ну, здесь различие, что ну, фету все добавляют. Мы для вкуса добавляем апельсин. Еще апельсинчик. Ну хорошо, давай. Слушай, Игнатий, а я знаю, что у тебя еще собственные залы есть. Про них расскажи тоже, пожалуйста. Ага. Мы работаем с 2016 года. Кроссфит ЕКТ назывался зал. С Григорием Мочкиным работали. Активно продвигали кроссфит массы. Сейчас в городе Якутске работают 4 зала. Из них 2 зала мои. Именно по кроссфиту. Да, именно вот кроссфит. И ребрендинг сделал в этом году. И название сейчас Тимир кроссфит называется. Тимир, железо. В честь моего сына. Ух ты. Я сына назвал Тимирхан. Ну, чуть-чуть связано с Чингисханом, потому что у меня вот друзья. Я вот в Монголию ездил. Ну, все равно люблю вот историю Какая-то Чингисхана. связь, да, есть, Да. ага. И Сюда надо сейчас или переподачи? да, сейчас можно добавить сразу сверху. И вот сейчас вот Тимир, и как раз слово Тимир это с якутского железа, да. Ну да, да. Железный хан он. И у нас зал, ну, железо, Тимир, как раз подходит. И вот назвали, сейчас работаем. 11 тренеров работает у меня. Именно, 11? да, по кроссфиту. Тренируют группы. То есть количество, получается, ну, желающих растет. Да, с каждым годом все больше. А чем, на твой взгляд, привлекает? Молодежи больше. Во сколько лет вообще можно начинать занятия? Вообще с любого возраста. Но детей... Даже я могу пойти? Да, конечно. Мне 50. Детей с 11 лет. Ага. А для всех. Даже у нас занимаются 60 лет. Ух ты. Очень много 50, 55, 50, вот самые. Потому что вот именно люди боятся того, что кроссфит очень сложный, да, это такой страшный же вид спорта. А на самом деле есть масштабирование, вот облегчение упражнений, да, а именно смотрят вот эти соревнования. Вот, допустим, я хожу на соревнования, выезжаю, да, вот это вот профессиональный уровень, да. Но. А есть именно программа тренировок, она очень отличается от профессионального кроссфита. Профессиональный кроссфит это потому что на износ. не секрет, что любой спорт это ну, немножко за пределами Да, человеческих да, возможностей. да, да, А да. можно же чисто для себя Да, заниматься? да. Для здоровья, для гибкости, А вот для я- выносливости. Да, вот я думаю, что кроссфит именно подходит, скорее всего, для, ну, очень хорошо можно использовать в обычной жизни. Вот, например, на охоту съездить, да, Ну, там тоже же нужно ну да, ходить, сила, да. таскать. Да, вот именно, ну, для мужчин, я думаю, что ребенка поднять, да, поиграть даже, да. Иногда же спина болит, там, вот это же сидячего образа жизни все. Ну да, гиподинамия. Да, Так. поэтому вот именно посоветую всем прийти в зал. Сейчас И- как раз и попробовать. сезон. Да, и попробовать. Потому что, ну, самое интересное еще в том, что именно люди иногда приходят за внешним видом, да, и они годами
ну, ко мне ходили, да, и до сих пор ходят в мои залы, потому что им нравится именно комьюнити. Вот. Прийти в группу свою и с единомышленниками заниматься, общаться, да. И потом пожизненно Да, дружба и начинается. это даже помогает, ага. Это тоже отдых для них. Да, психологический отдых, разгрузка. И это помогает в обычной жизни, например, да. Он становится же все равно выносливее, Ну, гибче, сильнее, да. И Здоровье лучше. да. И сейчас же люди Давление нормализуется, я шутка. в городе, в квартирах сидим, да. Да. Чаще всего. Да. Поэтому Как надо. говорится, в городе что делать? Мусор вынес, да и все, да. Чуть ли не так же, но. Да. но. Поэтому очень полезно заниматься кроссфитом в любом возрасте. То есть, получается, у тебя есть программы, ну, твоих тренеров, у тебя есть программы, ну, практически на любой уровень. Да. Игнатий, Сильнее а еще выносим. тогда такой вопрос. Ну, наверняка твои занятия, это очень утомительно же, да? Как ты восстанавливаешься? Отдых каким образом происходит? Ну, для профессионального спорта, ну, массаж, бассейн обязательно. Ну, бассейн для меня как это, когда у меня что-то болит, я сразу возвращаюсь в воду, делаю объемы, у меня все связки, все вот это все восстанавливается. Как будто я вот, как в играх заходит в воду с эликсиром, зелье восстановления, и тебя здоровье вот так наполняет. То же самое, я железо занимаюсь, у меня там локти, плечо начинает болеть, я сразу в бассейн, очки одеваю и там проплываю пару километров и пару раз поплыву. Все, ага. норму становится. Да. Это же ты попадаешь в невесомость, получается, и у тебя разгрузка позвоночников. Да. А когда Суставов. мы вот ходим, даже лежим, да, все равно идет нагрузка на позвоночник, на связки, на связки. А в воде ты в невесомости, и у тебя все разгружается. Поэтому всем советую тоже ходить в бассейн, поплавать. Не обязательно вот большие объемы плавать, а просто в воде полежать. Вот это очень полезно. Так. Вот у нас готово. Мы как получается? Мы сейчас выложим, салат тоже Да. как приготовим до конца. И у нас остается... Вот это сюда, да? Да. Ага. Ну, в принципе, вот так Это разложим. получается твой такой стандартный рацион. Да? Салат, курица. Да. Но в основном я рис и макароны, да, кушаю. Гречку там бывает, да? Но особо не сильно люблю гречку, но пытаюсь тоже. Завтрак как выглядит? Завтрак у меня вообще годами не меняется, вообще стандартный. 2 кусочка бекона, 3 яйца, мюсли с йогуртом и кофе обязательно. Кофе зерновое, люблю хорошее кофе. У Сварить. меня в залах тоже есть кофемашины. И все тренера у меня тоже любители кофе. Кофе, конечно, не очень полезно, но приходится использовать как, ну, как, чтобы проснуться, да, пободриться. Ну, обязательно вот яйца утром и кашу. Мюсли с йогуртом обязательно. А якутскую кухню любишь, да? Да, конечно. А что именно? Самое вот твое любимое? О, жеребятина, в любом виде. Печень тоже, да? Печень, колбаски делаю каждый сезон. Фарш из жеребятины и с печенью. Как суши. Как суши. Танцы. Ага. Индигирка обязательно. Вот. Мясо много кушаю. Поэтому Монголия мне очень понравилась. Я туда на сборы ездил в прошлом году, после соревнований. Снова полетел, встретил друзей, и месяц там, в декабре был чемпионат России по кроссфиту. Я там готовился. И они там кушают мясо вообще. Ну да. Очень много. Я думал, что я кушаю много мяса. Оказывается, нет. Ребята там вообще... Ну, рацион, в принципе, схож. Мясо, ну, у них конина, да? Не жеребятина, а конина. А, я же там еще пробовал верблюда. Мясо верблюда. И как тебе? Ну, так, на вкус, как говядина, походу. Прям вот такого специфичного, как у нас Да. жеребятины, вот такого нету. Да? Нету, ага, оказывается. Я думал, там будет какой-то специфический вкус. Готовился прям, да?
Да, а там вообще как говядина. Вот так нарезаем апельсин маленькими кусочками. И тоже сюда добавляешь. Да. Ну, цитрусовый вкус, короче, с овощами вообще бомба. И сюда добавляем, ну, соус разный бывает. Вот терияки, вот сегодня соус. Сверху просто чуть-чуть добавим, и можно вот. Вот это постоянно вот кушаю, вот такой салат. Он вот делается быстро, полезно. Овощи вообще надо, ну, регулярно. Ну, у нас же овощи дорогие, плюс мы, в основном люди не хотят же овощи кушать, да? Ну да, якут траву не ест. Ага. Всегда же так у нас. Да. Было, по крайней мере. Но... Да, я раньше так же кушал, а сейчас вот именно изучил вот нутрициологию, все, как питаться, как будет все правильно, да? А именно же клетчатка, вот, усваиваемость мяса дает именно овощи. Овощи, да. ага. Поэтому в Монголии тоже заметил, ребята тоже очень много овощей кушают. Очень много мяса и очень много овощей. У них тоже проблемы были же очень у многих, кто перешли в степи же жили большинство. Потом Улан-Батор построился, и все туда переехали и также питались, как жили в степи. А активности было там меньше, и у них начались проблемы с желудками. Ожирение наверняка, да. Больше не ожирение, а именно вот неусваиваемость мяса. А усваивается за счет физических нагрузок же. Они же ну да, обменные процессы гоняют, да, работают, а потом в квартиры заселись и начались такие проблемы. Так, фета. И фету нарезаешь. Можно сразу даже здесь. Слушай, вообще, ну вот, может, у меня стереотип, да, я сам такие тренажерные залы, тем более кроссфит не хожу, но в залах же всегда играет тяжелая музыка. Да. Она же, ну как, человека же заводит. Мотивирует. Да, мотивирует, да. Я раньше бегал, допустим, футбол, да. Если в наушниках, то обязательно что-нибудь такое, тяжелый рок. А у тебя как? Что играет? Ну, так как я занимался брейкдансом, у меня, скорее всего, чуть-чуть этот хип-хоп. Но рок тоже слушаю. Сейчас очень сильно подсел на группу The Who. Это рок-группа монгольская, она сейчас очень популярна. Да. Наверное, слышали, да? Да, у меня у самого есть эти песни, я тоже слушаю. Да, вот во время тренировки или что-нибудь надо сделать, да? Вот эта музыка, наверное, как раз, как будто... Толкач, да? Да. Они, в принципе, очень даже популярны, они с зарубежными даже поют песни. Да, да? с американцами, Волчий да. тотем, вот песня вот эта тоже есть. Красавчики. И слушаю, наверное, ну, якутских наших местных тоже. Киджа, друг мой, тоже бодрит меня во время моих соревнований. Аскалон Павлов тоже. Вот так примерно. Так, а это терияки, да? Так, О, чуть-чуть красота добавим. получилась просто. Разноцветная. Добавим чуть-чуть оливкового, да? Чтобы Да. сухо не было. Вот. Ну вот такой салат Ну, получился вот у нас. поставим его. Да, давайте, да, на камеру покажем, что у нас совместными усилиями получилось. Некое. С Божьей помощью, как говорится. Давайте пасту попробуем, ну и салатика, да? Да, салатик мы Положим. поставим сюда. Опа, ну посерединке. Общак. Вилочки. Всем приятного аппетита. Ну что, приятного аппетита, давайте попробуем, Приятного что у нас аппетита. получилось. Ну, макароны, спагетти вот надо, ну, я желаю, всегда беру эти, твердых сортов надо. Ну, обязательно. И чуть-чуть альденте надо. Итальянцы же тоже очень много пасты кушают, но что-то я среди них вот таких крупных людей не видел. Считается, что паста же наоборот такая, типа это все откладывается. Можно вот так чуть-чуть соуса добавить. Игнатий, ты уже упомянул про своего сына, да? Расскажи немножко про семью. И сам откуда родом-то, кстати, вообще. Первое дело, якут же должен встретить Хантадян, да? А у нас что-то это, немножко Хонан-Баран-Дораба, ничего. Ну, я родился в Верхневилюйском районе, село Далыр. Мой отец оттуда родом. А мать Усалданская,
село Танда. А так я школу закончил в Баргонцах у Салданском. И там в детский сад ходил, село Бейдинга. А так, ну, сказать, у Салданский и Верхневилюйский. Ага. Бейдинга, ну, рядом с нами, я Тюмбулюнский. Там же километров 30. У меня семья, 2 детей. Старшая Алина 5 лет, сыну Тимирхану 2 года. Молодая семья. Молодая семья. Супруга занимается тоже? Супруга, да, тоже кроссфитом иногда в группы ходит, но не профессионально занимается, для себя. Ну, для себя. Да, занимается. Но все-таки маленькие дети, все как, да. Конечно, за семьей надо смотреть, до дома, наверняка. Ну, без нее, наверное, я не смог бы выступать, потому что все питание, все мое восстановление на ней. Вот. Именно. Она специалист именно, да, поэтому как? Она стала специалистом уже, наверное. Уже нутрициолог, дипломированный. Поопытнее, чем я в питании, потому что я особо ничего не думаю, прихожу домой, у меня как топливо, я заряжаюсь, еду, делаю дело, возвращаюсь. И вот дети, все, дом, на ней все. Я вот за залами смотрю, и она всегда говорит, ты вот дома тоже делай вот это, в зале все делаешь, а здесь ничего не делаешь. Ну, пытаюсь тоже успевать все. Но вот именно благодаря жене, наверное, я вот достиг вот такого уровня, наверное. Потому что без поддержки семьи... Конечно, но больше свободного времени высвобождается. Да, очень много времени надо, вот, потому что у нас же не официальный вид спорта. Меня никто не финансирует. На сборы мне никто не оплачивает, все сам, поэтому вот. Ну, сказать, что сложно, сложных, легких путей не бывает, да, поэтому пытаемся сейчас уже дойти еще до международного уровня, показать максимум. Ну вот ей 31, да? А сколько век спортсмена? Вот говорил, ты до 35 уже мастера, да? Да. То есть где-то вот самый пик тогда, получается, ты находишься? Да, сейчас. И еще есть возможность добавлять. Ну, да. Учитывая то, что мы якуты же, ну, как бы достаточно поздно созреваем. Да, я всегда вот говорю ребятам тоже, да. Кто-то говорит, что ну пора уже, типа, останавливаться уже годы. Но я думаю, что я еще даже не достиг до середины своего пика, наверное. Ух ты. Да. Потому что у меня вот дочка родилась, потом сын, а другие ребята, с которыми я соревновался, сейчас, конечно, чуть-чуть они уже на уровне, но у них детей нет, например, да? Вот, ну, больше свободного времени. Без паузы, шли вперед. А я вот сделал вот чуть-чуть в сторону семьи, потому что все равно надо успевать, потому что годы идут. Ну да. Но сейчас уже 2 детей, уже миссия выполнена, сейчас уже будем стараться уже заниматься. Да. Ну, надо тебе пожелать успехов. То есть еще ты будешь соревноваться и еще на международный уровень дальше продолжать выходить, да? Будем выступать, будем показывать якутский наш характер, выносливость, силу, потому что ну, наш регион очень маленький, да, 1 миллион человек, и мы вот 1 человек уже в топу Азии. Например. Но люди, которые в кроссфите, понимают, что с такого региона вот выйти, например, у нас 300 человек, да, город, а есть миллионники, оттуда даже 1 человек еле проходит, например. А у нас тут вот, у меня еще ребята сейчас занимаются, тоже будут скоро показывать уровень, потому что, но я сравниваю нас с исландцами. Исландия же тоже очень маленькая страна, и у них в топе в мире вот 1 атлет есть, 30 человек в топе мира. 1 исландец, уже сколько лет он проходит. И самый сильный человек, Хафтер Бёрнсон, тоже же исландец. И среди девушек 4 девушки в топе мира в кроссфите. Это показывает, что вот, где холодно, где сурово, да, люди закаляются. Где жесткие ребята, короче. Да. И у нас тоже же борцы тоже показывают уровень. Вот, в любом виде спорта, например. Марафон мы тоже есть в России. Ну да. Вот, поэтому, думаю, ну, нельзя сдаваться, и надо делать. Идти вперед. Да. Ну. А потом в будущем кем ты себя смотришь, например, лет через 10, там, допустим, уже когда уже возраст? Ну, скорее всего, мне нравится тренировать. Скорее всего, буду тренировать. То есть своих воспитанников? Да, воспитывать. Потому что, когда я начинал, вот здесь вообще даже никто не знал, что такое кроссфит. И нам приходилось очень сложно делать. 2-3 года вообще
ты как будто в космосе, в другой планете, Да, один. Методом проб и ошибок. Да, Да. а в других городах-то их было больше, комьюнити, а нас-то, мы в Триумфе занимались, и там никто не знал, поэтому спросить некого. С какой стороны взяться? Да, да. Ну. И вот сейчас я думаю, если я помогу кому-то вот пройти вот этот путь, наверное, что-то может получиться у нас в будущем. Ну, рассчитывая на это. Ну, потому круто. что вот этот вид спорта, я думаю, у него есть будущее. Потому что это именно вот показатель, он же как тест и показывает самого физически приспособленного человека. Самый физически подготовленный человек планеты называется. С перевода с английского вот номинация на CrossFit Games. Вот поэтому я думаю, вот будущее есть, и люди понимают. И в реестр видов спорта, если тем более зайдет, еще Да. больше массовой, да, тогда популяризации пройдет. Ну сейчас через ГТО сейчас заходит. Ага. Кстати, да, вот про ГТО мы немножко не поговорили. ГТО сейчас активно продвигает вот многоборье ГТО. Тоже вот тест делают, выявляют самого. Ну, то есть схожее вот подготовленного. именно Да. с этим, да? Ага. И летом планируют вот именно в реестр подключить как вид спорта. И будут давать мастеров спорта, кандидатов, разряды. По ГТО. Да. И по всем возрастным этим, Ну да. как в ГТО. Тем более вообще возобновили же. И Да. он же вообще практически на боку лежал после Советского Союза. А И сейчас сейчас еще есть функциональное многоборье, как вид спорта. Он 3 года назад вошел в реестр. И мы завтра едем на чемпионат Дальнего Востока. И там тоже можно посоревноваться. Это как вид спорта отдельно. Тоже чемпионат мира проводится по функциональному многоборью. Но там чуть-чуть эти упражнения и по весовым категориям разделяется там. Вот. то есть другая чуть-чуть специализация. Да. Уже завтра улетаешь. Да, Да. Ну, надо тебе пожелать тогда успеха. да. Да. Здорово. Ну что ж, Игнатий, здорово, что ты сегодня пришел к нам в гости, поговорил, и у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Хорошо, спасибо вам, что пригласили. Пожелаю всем быть здоровыми, занимайтесь спортом. И главное, чтобы не болели. Этот год будет очень хорошим. И всегда, никогда не отчаивайтесь и стремитесь стать лучше, сильнее, выносливее. Ну, во всех аспектах своей жизни. А я еще раз скажу, что у нас сегодня был в гостях Игнатий Чемчоев, спортсмен-кроссфитер, топ-30 азиатского континента по кроссфиту. Игнатий вообще красавчик, молодец, приходил в гости. Семен Тарбахов, Петр Цепандин. Программа «Просто вкусно». На этом, друзья, мы потихоньку заканчиваем. Будьте здоровы, а мы идем и дальше кушаем просто вкусно. Нам надо же доесть.